Сергей, беспокою тебя по поводу вот этого многочисленных публикаций в казахстанском сегменте Фейсбука и Инстаграма, но преимущественно Инстаграма, офицера полиции, женщины из Ахтау, департамент полиции Мангыстауской области, которая сняла одна из активисток. И сейчас активно эти видео распространяются в соцсетях, где всячески упоминается о том, что посмотрите, какая у нас красивая полицейская, чуть ли не вторая Моника Белучи, а у тебя на стене я прочитал совершенно другой взгляд на эту же ситуацию, не без привязки персонально к этой женщине полицейскому, но тем не менее ты решил напомнить о другой важной вещи. Женщина с выражением лица, что ты мне сделаешь, отказывается и говорит, я не буду вам представляться. И меня это стригерило в том плане, что после события, после Кантара и того, что произошло в спортзале «Динамо» Ватырау, и такие точки и места пыток были по всему Казахстану. Та ситуация, которую я пережил в этом спортзале, среди всех полицейских сотрудников КНБ и СОБРа, там были женщины в форме, которые нудно и безразлично делали свою бумажную какую-то работу, составляли какие-то списки арестованных, сортировали их по ИВС, еще что-то. Ну, и всякая бумажная работа. Ну, только вокруг них постоянно приводили, уводили людей, их избивали, их допрашивали, люди стояли в позах, которые приравнены к пыткам, в ласточки, руки там за голову, ползали. Если мы вернемся к той девушке, которая требовала представиться, это Олеся Вертинская. И Олеся Вертинская была в «Динамо». И Олесю Вертинскую также пытали. И Олесю Вертинскую из дома СОБР в шубе голой практически обнаженной пытался забрать. Она травмирована этой полицией. Ей подослали человека, который напал на нее. Ее запинали, ей сломали нос за то, что она требовала расследования пыток.